План Б – это если будет какое-то, то есть другое развитие и другие какие-то сценарии развития армяно-азербайджанских отношений, чтобы вот всегда был вот этот план исторический в том числе, да, что вот это наша территория, условно говоря. А к этому времени и ученые подтянутся, и будут какие-то исторические основы закладывать под эти заявления? Под эти заявления уже давно заложены исторические основания. Еще в начале 90-х это все началось. Первая книга, которая мне попадалась, по-моему, 92-го года, когда территория Армении была названа Западным Азербайджаном или что-то близкое по смыслу. Это с 90-х годов, да? Да, конечно, это еще и в 98-м году. Значит, активно начало формироваться. И, то есть, этот термин не сейчас придумали, и понятно, что и историческая концепция. В 2016 году Алиев заявлял, что Ереван – это азербайджанский город, да, и исторический, что вообще армяне часто, например, заявлялось о том, что армян переселили на территорию всей современной Армении, из Восточной Анатолии и Персии. Сейчас было сказано, нет, он сказал Карабахский регион. Да, только Карабахский. Это немножко. Почему так? Потому что вопрос. Сузил он. Потому что главная тема это Карабах, да, потому что главная угроза, которую Азербайджан видит в будущем, это тема возвращения в повестку карабахского вопроса или вопроса арцахских армян, да. И, соответственно, вот план Б, который существует у них, это оставить этот сценарий и оставить некоторую такую память, чтобы в случае чего ответить или, значит, предпринять такие превентивные шаги. Я думаю, это еще долго будет. Плюс, у нас 30 лет все-таки общество жили в очень параллельных исторических реальностях. И, например, когда и у нас говорят, что в 19 веке, в начале 20 века вот у Севана действительно озеро могло называться и Гокча, и более распространенным было это название, особенно в русских источниках, потому что русские отдавали предпочтение тюркским названиям. Мы это знаем, очень такая практика, об этом есть много в армянской прессе 19 века, потому что армянские названия очень часто использовались жителями армянских сел, а поскольку тюркское население было очень мобильным, оно разносило как бы свои названия на более обширную. И жители отдаленных армянских сел, они могли назвать армянские села точно так же тюркскими названиями. Вот у нас в Лоре есть известный пример Одзуна. Одзун всегда был армянским селом, то есть там никогда не было азербайджанского населения или какого-то другого. Причем, как минимум, 7 века у нас католикос Хованес Одзнеци, да, один из основателей армянской церкви в современном виде. И вот Озун, он с позднего средневековья, поскольку в тюркских языках, значит, нет звука «дз», и есть так закон гармонии гласных, когда, значит, гласные корни влияют на другие гласные в окончании или, может, даже в начале. Вот он стал Узун. Узун значит длинный на тюркских языках. И вот в османском дефтере есть 1590 года лорийского элаета. Был очень короткий период, когда Османская империя захватила и создала такую административную единицу. Там есть село Узун, жители христиане. И вот очень часто такая смысловая адаптация. У нас, вот смотрите, 1000 лет существует Одзун, и из-за того, что звук не могут произносить, он становится Узун. Узун это длинный. Потом он стал еще Узунлар. И вот если вы спросите старшее поколение лорийцев, как называется это село, они скажут Узунлар. Потому что длинное, да, буквально по-тюркски. Но там никогда не было тюркского населения. И это тоже характерный пример. Там то же самое Тифлис, то же самое Ереван и прочее, да. То есть вот названия они адаптировались под другой язык. И потом очень долго оставались, скажем так, живучими. И в этом смысле, конечно, если бы у нас была такая простая история, у нас не было такого сложного конфликта. И то, что, скажем так, одни политики видят одни названия, другие видят другие названия, или одни политики видят только одну эпоху, не замечают, почему так сложилось, другие видят другую эпоху, не замечают, что было после. Значит, это понятно, это вот часть нашего конфликта. Я думаю, нашим историкам, конечно, в будущем надо будет создавать и как-то попытаться создать некоторую также общую историю. То есть переплетенная история, можем так сказать. Потому что конца и края не будет, если так. Да, конечно, потому что, если мы захотим, мы всегда найдем исторические периоды, где все-таки наше присутствие в этом регионе выходило далеко за границы Армении.
И есть исторические периоды, где армянское население на территории Армении было очень незначительным, да, по разным причинам, там Шах Аббас и прочее можно вспомнить. То есть, смотря какой период рассматривается, да. В какой-то момент вот здесь вот превалирует. Конечно, но мы же не можем перенести Республику Армения или Азербайджан в 19 век, или в 13 век, или в 1 век до нашей эры и прочее, прочее. То есть, если мы смотрим так на конфликт, это в принципе то, с чего начинался конфликт, да, с битвы историков. И сейчас я замечаю, что и многие армянские историки, лингвисты, они тоже включаются в эту борьбу с очень сильными эмоциями, потому что для них это искажение действительности. Да, с одной стороны это так, и политики никогда не касаются истории как-то беспристрастно, объективно, но с другой стороны... используют историю как рычаг давления, инструмент. Безусловно, но любой политический дискурс в этом смысле ее то так, то однобокий, да, потому что и наше восприятие этой же истории, оно однобокое. Мы же вообще считаем, что вот, скажем так, та часть истории, которая была позднее, она не имеет никакого значения, да, то есть вот для нас важно, например, средневековая история. Мы очень и символически, они, церкви, архитектура очень богатая, или Тигран Великий. Для азербайджанца, который жил в начале 20 века на этой территории, да, ему какая разница, что было 2000 лет назад? Азербайджан втягивает Армению в эту полемику, это уже проблемно. Азербайджан не втягивает Армению, то есть Азербайджан использует этот инструмент как часть своей политики, я думаю, и это используют для себя, да, потому что, очень часто вот тоже есть такое утверждение, что мы должны показать международному сообществу истинную историю региона. Вот у нас наше представление... Да, существует, что есть некоторый такой зритель, и мы можем представить аргументы, и кто-то нас оценит, и это поможет нам, нашим современном политическому регулированию. Я так не думаю. Я полагаю, конечно, что нам нужны очень хорошие академические исследования, в том числе о том, что происходило последние 200 лет. Я полагаю, что таких исследований нет у нас. Вот в начале 20 века, например, были неплохие армянские работы по этой теме, более объективные. В советский период и позднее. С 1820-х, да? Нет. Это когда была уже этнография хорошая, это было когда уже, это конец 19 века. То есть там у нас и Азгагракан Хандес, да, этнографический журнал. Потом Давид Ананун есть очень хороший исследователь. Я говорю, втягивают нас в эту полемику. Нет, не втягивают. Это должна быть хорошая академическая традиция по этим вопросам. Я считаю, что у нас ее нет. Я считаю, что ее тем более нет в Азербайджане. Могут на меня, конечно, обидеться. То есть та часть истории, которая представляется у нас, и та часть представляется у них, она слишком однобокая, да, при этом она может быть академичной в строгих смыслах, например, если там изучается нумизматика Карабахского ханства, могут быть великолепный специалист или специалисты по османским дефтерам, да, вот османские налоговые реестры, которые показывают, все практически население есть издано на азербайджанском языке, например, Карабах Кянджинского вилаета, открывайте сотни армянских сел, там приведены имена всех мужчин, налогоплательщиков, да, и то можно восстановить географию на Горном Карабахе и далеко за пределами, то есть вся вот эта горная область Кянджи, и там мужчины с именами Мартирос, Хачатур, Хованес и так далее, но вряд ли они были азербайджанцами. Да? Можно и сжечь эти дефтеры. Нет, они изданы на азербайджанском языке, и я их использовал, они их используют. То есть есть узкие специалисты, которые этими занимаются, да, и в армянском, то есть у нас здесь прекрасные лингвисты, прекрасные специалисты по средневековой архитектуре. То есть надо просто остановиться и добрососедство, да, чтобы начало действовать. А если нет, я думаю, то значит это вечное... Нет, есть область, которая не исследована, и где требуется другая методология. То есть недостаточно просто ссылаться на какие-то карты, когда есть другие карты, тем более, да, и тоже нужны академические исследования и в этом смысле, но они должны вести к пониманию больше друг друга, да, к пониманию
взаимные истории. Я много раз говорил, что армянские источники, ну, все, что я читал 19 века, начало 20-го, это богатейший источник по истории азербайджанца, потому что соседние села очень много описывается, быт, детали, этнография, взаимодействие крестьян, образ жизни и прочее. И когда-нибудь они этим займутся и увидят также часть своей истории в этом, да, и то же самое, возможно, есть какие-то материалы, которые будут интересны для нас, тем более в архивах Азербайджана. То есть это тоже область, где нужно будет работать в будущем. А пока я, к сожалению, не вижу, во-первых, смысла армянской стороне вовлекаться. Вы помните, была встреча Алиева Пашиняна, это 2018, наверное, год или 19 в рамках Мюнхенской вот этой конференции безопасности, когда один говорил опять про, значит, Тиграна Великого, Ереванское ханство и прочее, да, и другой про Тиграна Великого. Да. И чем это закончилось? То есть мы сейчас можем то же самое сделать. Закончилось войной 20-го года. Вот, смысл. То есть я не думаю, что сейчас будет война, да, но смысл доказывать и показывать именно на политическом уровне, как я говорил, политики, как правило, не самые хорошие историки.